Представляя меня, когда она злится на меня. На тебе, Серега. Всем здравствуйте, друзья мои. Добрый вечер всем. Мы снова на кухне, снова на нашей деревенской кухне. Я хочу сегодня поделиться, таким рецептом, как Маша делает вкусные, пышные, сочные котлетки, которые я очень обожаю. И я попросил Машу, я говорю, давай поделись с нашими зрителями, и не только с нашими зрителями, может, то еще, не только с нашими подписчиками, а и зрителями вообще. YouTube большой, может, кому-то. Я понимаю, что у каждой хозяйки есть своя изюминка рецепта для котлет, домашних котлет, а у нас вот своя, и тоже вкусная, и очень. И я буду снимать, как делает Маша котлеты, сегодня. Не будем долго утомлять наших зрителей. Смотрите, пожалуйста, первым делом. Вкратце сейчас Маша скажет, из чего котлеты будут наши. Конечно же, из мяса. Здесь свинина и говядина. Говядина очень мало здесь, маленький кусочек был. Где-то 80% где-то 2 килограмма свинина. Мяса здесь. Я знаю. Я и говорю, 2 килограмма мяса там. Угу. Дальше что там? Значит, положила лук, 3 головки. Здесь половинка, не полностью. Чеснок, дольки 3. Хлеб взяла. Там 2 больших толстых. Мякиша. Шурамис, мышущая. Ломтика хлеба. Толстых. 2 толстых. И я, конечно, картошку не кладут в фарш котлетный, но я это просто после, когда все это немножко не помешает. Это я все чистится. Это удобно очень, чтобы прочистить мясорубку, да. И котлетам ничего от этого плохого не будет, а только наоборот, картошка еще раз делает котлеты рассыпчатые. Да. Иной раз побольше кладу, но сегодня вот взяла 2 картофелины. Где-то я слышал, что котлеты надо есть кубами. Должны они такие быть мягкие и рассыпчатые. Вот так. Постараемся сделать. Да, и у Маши это действительно получается, друзья. Сейчас будем... И эту всю шумиху, конечно, мясорубку не буду снимать, но вкратце поснимаю и расскажу. Все, я начну. Итак, друзья, мясорубкой дело закончили. Прямо туда поклали и картошку, и лук, и чеснок, и хлебушек, размоченный в водичке. Сейчас уже Маша солит. Соль, думаю, по вкусу, кто как хочет. И вот Федор, подписчик, просил показать, как использую мельницу. Вот как. Свежемолотый перец. Кстати, перец очень вкусный. Да, Маша? Мы суп едим, да вообще прям шикарно вкусно. Вот так мельница работает. Острый такой. Там красный перец и все в перемешку. Вкусный, ароматный такой. Этот цветной перец такой. Первый раз на котлеты пробуем. Обычно черный используем. Но вот он нам понравился в супе. Вот вы видели, как мельница работает. Она электрическая, с подсветкой даже. Все размешиваю. И самое главное, очень сильно все смешать, тщательно смешать. Маша вот не жалея сил, мешает этот фарш. Добавляю молоко. И фишка наша, добавляем молоко. Чтобы мягким это для фарш был. Нежности, я так понимаю, да? Да, чтобы фарш был нежный, мягкий, сочный. Это все перемешиваем. Фарш попробовала.
перец вроде бы еще не слышно, и добавляю еще перца. Вот такая мельница крутая, друзья. Вообще, очень классно. И свежемолотый перец, он намного вкуснее, вот, чем вот этот в пачках, просто черный, да? Запах. Молотый, да. Это потому что нам свежемолотый получается. Ароматный, вкусный. И суп тоже мне понравилось очень. Маша все еще мешает, этот фарш. Соль вот нормально положила, а вот перец Маша всегда пробует фарш сырой. Я вот лично не могу пробовать, а Маша может. Ты можешь сырой фарш пробовать, да? Ну, аж пробую тогда все. Да? Я ж пробую. А может, я нет. Еще такой немаловажный момент, друзья. Маша фарш отбивает. Вот. Поднимает и резко бьет. Представляя меня, когда она злится на меня. На тебе, Серега. Получай. Да. Настало время разделить наш фарш на порции. Вот Маша быстренько вот это она делает так. На примерные порции разделяет, а потом уже с этих порций будет лепить котлетки. Готовые формы. Фарш мягкий, сочный. Играется, Маша. Все, вот таким макаром. Конечно, по-разному уже выходит, но... Ну, примерно одинаково, а потом уже там уже будем доделывать. Это в столовых так котлеты делают. Я еще очень любила смотреть, когда мать так. Она же у меня в столовой работала. Да, мама у Маши поваром И всю жизнь работала. видела, как они там делают. Ладно, уже включусь, когда будем из этих формочек делать котлетки уже. Ну, готовые котлетки, вернее. Ну вот, примерно разделили на порции такие, ну, почти уже готовые котлеты сразу. И Маша будет сейчас из этих болванок, так сказать, лепить котлетки, обваливать в панировочных сухарях. И вот такие. Кто-то обратил внимание из подписчиков, говорит, форма котлет интересная у Маши. Да? Она какая-то вот как сердечко. Форма, это же котлеты. У нас в столовых котлеты всегда делали так. Заостренные. Да. Один конец заостренный. Ну, Маша так привыкла. Уверяю вас на вкус, что там он там с острым концом или там с другим. Без разницы, какая форма, главное содержание. Содержание очень вкусное. Форма тоже интересная. Мне напоминает сердечко вот такое. Это как делали в столовых, я тоже так же. Ну, я смотрела на мать, как она делала. Да? Как в общих столовых вот котлеты формовали, вот так же я и делаю. Ничего в этом плохого же не сказали, какие там сказали. Они сказали, говорят, форма интересная, говорят, очень. Форма котлеты. Да. Я реально, мне сердечко напоминает эти котлеты. Вот так.
Все, Маша продолжает лепить, и несколько штук оставим сегодня на ужин. Да. Попробуем, конечно, как же без котлет, свежие котлеты, а остальное заморозим до следующего раза. Они будут храниться в морозильнике, и по-быстрому, когда надо будет, раз, Сонька пожарил, и все. Вот так. У нас уже первый ряд заполнился. Всего 34 котлеты, кстати. И вот уже Маша положила фасовочный пакетик такой. И вторым рядом уже кладет. Ну вот и все, практически. Все котлеты готовые. Это на заморозку. Это тут 4 котлетки сегодня на ужин. Давай, Маша, сейчас. Сейчас будем жарить. Это вот эти котлетки. Наша сковородка нагрелась. В этом деле тоже, чтобы сковородка была горячая. Нагретая уже. И мы отправляем наши котлеты жариться. Как раз влезает 4 котлетки. По 2 на брата нам. С Машей. И все, будет жарить на среднем огне наши сочные котлетки. Так ведь, Маша? Получается очень вкусно. Да, я знаю, они очень вкусные. Очень-очень вкусные. Уверяю вас. Наши котлетки шкварчат. Аромат пошел по дому. Вообще приятный такой аромат. Жду не дождусь, короче, друзья. Котлетки наши перевернули. Это уже с другой стороны обжариваем. Ну, еще, наверное, будем переворачивать немножко. Ну, короче, доходят. Когда будет готово, уже потом... Уже тогда включусь потом. Пышненькие такие. Смотрите, какие они пышные, воздушные котлеты. Всем привет, друзья! Я здесь, жду котлеты. Вот так. Решил сюда в кадре показаться. Еще буду, тоже буду пробовать и тоже буду, как бы в кадре буду. Вот так. Так, наши котлетки готовые. Вот смотрите, какие они получились. Очень вкусные. Ну, вкусные сейчас будем пробовать, а очень пышные. Ну, я знаю, что они вкусные все равно. Аромат прямо по дому. Вообще шикарно смотрится. Котлеты вкусные должны быть. Потому что всегда такие Маша делает. Вот так выглядят аппетитненько. Они как бы воздушное мясо. И правильно кто-то в интернете говорит, что котлеты надо кушать. Чтобы котлеты были какие? Чтобы можно было кушать губами. Вот у нас такие и есть котлеты. Очень мягкие и пышные. Вот сейчас попробуем. Да, это же постоянно ты делаешь, Маша. Я и поэтому и говорю, поделись с подписчиками, как ты вкусно делаешь котлетки. Все, будем ужинать. Вот такой шикарный ужин, шикарная котлетка. Вместо подлива я люблю сливочное масло. Это Маша знает. И всегда мне делает вот так. Я люблю вот
Ну вот, как в столовых делали раньше. Подлив или сливочное масло. Очень вкусно. Ну что, все? Время че? Пробуем котлетку. Вот смотрите. Мягкая, аж прям... О! Прям не давлю, она так сочная. Вот. Губами и будем кушать. Тает. Тает с пюрешкой. Вкусно. Очень-очень вкусно. Горячий чуть обжегся, но он нежная. Котлетка нежная такая получилась. Вот так. Ставим, Маша, 5, как всегда. И советую этот рецепт всем, ну, кто решил приготовить котлетки. Я понимаю, что у многие скажут, ну, по-своему. А вы попробуйте, вот как мы. Все. Ну что, все. Это видео заканчиваю. Сегодня, сейчас вот именно в данном случае меня снимает Маша. И я буду прощаться с вами. Подписывайтесь на наш канал, смотрите наши видео, готовьте вместе с нами, готовьте лучше нас. Всем пока, до новых видео, друзья мои. Слово Маше. Всем пока, до новых встреч. Маша сегодня за кадром тоже. Как обычно я за кадром, когда прощаемся. А сегодня Маша. Я пробую, очень вкусно. Вот так. Все так и решил я, друзья, поснимать Машу. Потому что у меня, ну, по причинам не могу я показать, вот действительно, что они пышные. Ну, вот сейчас поближе покажу. Сейчас Маша будет. Видите, как они? Как бы воздушная котлетка они. Видите, все. Такая пышная котлетка получилась. Очень вкусно, видите? Нежная. Ну и Маша пробует, собственно говоря. Вкусно ведь, давай. Перец чувствуется. Перец вообще. За перец отдельное спасибо нашей отправительнице из Германии, которая постоянно нам посылки помогает там. И первый раз такой перец, действительно, я не пробовал еще ни разу. Он такой вкусный, оказывается, и с супом, и в котлетах вот сейчас пробовали. Называется, ну, она сказала, что это цветной перец какой-то. Очень вкусно. Все, ну на этом уже все. Точно заканчиваем это видео. 2 раза сегодня. 2 раза сегодня сказали до свидания. Ладно, удачи всем, друзья. Так что делайте по такому рецепту, попробуйте. Очень пышные, вкусные. Да, Маша, я не сомневаюсь, Маша, потому что она эти котлетки постоянно так делает. И мясо практически любое там. Что говядина, что свинина. Очень одинаково нежное, вкусно получается. Всем пока. Да. Всем пока.